Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. В эти дни Ближний Восток вновь оказался в центре мировой повестки. Ранним субботним утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране. В результате этой атаки погибли более 500 человек, в том числе и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи и члены его семьи. В ответ Иран нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке, включая Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт. Эскалация стремительно развивается, расширяя географию ударов и вовлекая все новых участников. Как далеко может зайти этот конфликт, каковы его возможные сценарии и какую роль в этом играет наша страна? В деталях обсудим эти и другие вопросы с моим сегодняшним гостем, политологом Чокуром Гаврилиевым. Добрый вечер, Федор Николаевич. Добрый вечер. Вот, собственно, повестка ясна, да, что стало непосредственным триггером конфликта, почему он именно сейчас начался? Таковым триггером ничего особенного как бы не было, да. Причиной, скорее всего, была то, что Иран после прошлогодней бомбардировки, наверное, подумали, американцы и, скорее всего, Нетаньяху, Израиль подумали, что Иран ослаб до такой степени, что можно вопрос решить силой. Корни конфликта, если даже так посмотреть, то, наверное, создание государства Израиль, с которым есть конфликт с арабскими и с иранским государством, и 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, в результате Хамас побежден, и Израиль победил, и в этом отношении тогда Иран особо не смог как-то помочь своим прокси. Да? Считается, что Хезболла и Хамас – это прокси Ирана. В результате в прошлом году, как вы знаете, Америка и Израиль бомбардировали, да, ядерные объекты Ирана. Как таковой мощной ответки тогда не было. И мое мнение, скорее всего, скажу, что с подачи Израиля Трамп решил решить вопрос раз и навсегда. Тем более, помните, были митинги, в кавычках, восстание народа Ирана против режима аятолл, да, из-за экономических сложностей. Они, наверное, подумали, что как раз время настало, потому что, шли переговоры, мы знаем, да, но понятно, что во время переговоров Трамп вроде бы Иран соглашался, какие-то уступки были, вроде бы не соглашался. Трамп привел туда целую армаду, и туда привев, он чисто психологически, может быть, да, или политически, он оттуда не мог уйти. И в результате я написал даже пост, что чеховское ружье в конце концов выстрелит, так, за 2 дня до 26 февраля написал пост в заметках. Кстати, так и случилось, потому что все шло к этому, да. И говорят, Трамп говорит, что Иран собирался создать ядерное оружие, но об этом и давно говорят, так, год назад говорили, 2 недели осталось, месяц остался. Говорили в 2000-х годах. Но ситуация такая, что это мое чистое мнение, да, что Израиль руками США хотел раз и навсегда решить иранскую проблему, иранскую ядерную проблему, чтобы Иран не доставал Израиль своими мощными дальнобойными ракетами. В результате был такой переговорный процесс, 3 раза встречались, якобы общий язык не нашли. И в результате Трамп пошел на эскалацию. Такого триггера на самом деле я не вижу. Могли бы и решить этот вопрос за столом переговоров. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Но это локальная эскалация или это начало войны? То есть там это воспринимается уже как полномасштабная война. То есть удары по Кувейту, по Арабским Эмиратам, по всем ближним странам. Я боюсь, что точка невозврата уже пройдена, да, и сейчас сторонам очень сложно будет вернуться к переговорному процессу. Почему? Да. Со стороны Ирана вы знаете, что ликвидировано руководство военизированных формирований, да,
Ксир, аятоллах Али Хамини тоже погиб. И даже вот американцы ударили по школе, да, где вот погибли Девочки девочки, учились. да, около 170. Сегодня как раз похороны были, там были видны страшные кадры, ну, народ как бы вышел, на улицу скандирует, да, проклятие вот Трампу, да. И Израиль тоже атакует Иран, как бы грозится, и даже, вот, можно сказать, он закрыл Ормузский пролив. Официально как бы не закрыт, американцы говорят, что они не закрыли, но закрытие Ормузского пролива означает уже как бы точку невозврата, да, потому что после этого страны, которые вот берут оттуда нефть, качают газ, да, и так далее, они должны вот открыть вот этот пролив. Это как бы, ну, такая вена, которая несет, ну, 20%, говорят, вот, нефтересурсов, да, энергоресурсов. Цены поскочат, поэтому они должны решить этот вопрос. Вот, я боюсь, что вот точка Цены уже невозврата подскочили. пройдена, да. Цены уже И подскочили. да, цены уже подскочили. Вот посмотрел вот РБК вот до этого, да, ну, $700 за вот газ, так, нефть тоже $80, да, за бочку нефти, баррель нефти. И вот боюсь, что точка невозврата пройдена, и вот Соединенные Штаты застряли. Хотя Трамп говорит, что в течение 4 недель я этот вопрос решу, и решим, Ну, говорит. он также хотел в течение нескольких дней решить вопрос с Украиной. Да, вот до сих пор он как мы бы... помним. Да, сейчас что может быть, да, Иран огрызается. Почему Иран бьет по соседям, да? Вроде бы как бы соседние страны. Ну, моя точка зрения то, что Иран хочет надавить на вот арабские государства, союзники Соединенных Штатов, у которых есть ну, военные базы, понятное дело, чтобы остановили вот, ну, как бы надавили на Трампа, чтобы остановили войну. Он грозится тоже вот экономическими методами, угрожая взорвать весь вот Ближний Восток, как бы вовлекая другие государства, старается прекратить, да, вот эту военную мощь Америки, да. И в результате мы видим, что уже такой клинч, что очень сложно будет остановить эту войну, да. То есть получается, что в перспективе может быть? Ну, в перспективе эскалации конфликта, вовлечение туда вот этих европейских государств. Говорят, что Макрон отправил свой авианосец туда. Они должны будут вмешаться, если только вот как бы пролив закрыт. Но вот, по идее закрытие пролива невыгодно вот Китаю тоже, да. Китай тоже пишут, что хочет, чтобы ну, как бы сейчас восстановился мир, чтобы цены на энергоносители упали, да. И в результате все вот перемешается, потом опять же будут беженцы. Может быть, скорее всего, какая-то наземная операция, да. Ну, это наземная операция, значит, гражданская война, значит, опять цены будут на нефть, да, повышены и так далее. Ну, как, потому что все-таки Иран это большое государство, 90 миллионов, хотя там есть и противники, наверное, режима, да, но эскалация, потому что вот как раз убили верховного лидера. Да, вот один раз у США получилось бомбардировками решить такой вопрос. Это вот с Югославией, Да, я имею в да, виду, да, да? Когда бомбардировки НАТО, и народ сверг вот этого Милошевича. Да. Вот. А тут менталитет все-таки, они, может быть, американцы не понимают. То есть они хотели по похожему сценарию что-то сделать, да? Да, они, наверное, подумали, что раз мы верхушку удалим, то вот оставшиеся люди, ну, сдадутся, можно так сказать, так? Народ, может быть, восстанет, может быть, да, тоже в кавычках. Ну, просчитались, я так думаю. А теперь получается наоборот, то есть там наоборот против... Да. Люди сплотились, да. И тем более вот после этой бомбардировки школы. И реально вот у оппозиции таких лидеров нету, которые бы сплотили в Иране, да, народ. Ну, народ же он такой, нету лидеров, которые могли бы взять флаг революции, можно так сказать, вернули в это, например, Шаха, который наверняка не пользуется сейчас особым уважением, да, ну, внук Шаха, который правил до 1979 года он правил, его свергли, как раз народ и сверг его, но сейчас вот... И они, вот, американцы, не учитывают менталитет.
все-таки это мусульмане-шииты. Вот, наверное, говорят, что мученик, так, он верховный лидер. Вот Иран же погиб со своей семьей, умер, да, ну, как бы он как бы стал мучеником. 85 лет ему было, он, наверное, принял такой удар. И вот он заранее уже как бы сделал такую систему, что после ликвидации одного командира на него место станет другой. Если его ликвидируют, будет третий. То есть такое сопротивление будет оказано. То есть это не Венесуэла, не Югославия. Это все-таки вот менталитет. Иран все-таки Персия. Это была своя цивилизация. Они очень гордый народ. И тем более после таких вот, как получается, они обманули же вот переговорным процессом. Вроде бы давал Трамп 2 недели, мы думали, это будет к 8 марта, да, после 10 числах. А вот видели, ударили они, получается, 28-го. А вот то, что ударили прицельно по лидеру, да, прицельно по Али Хаменеи, говорят, что там были и какие-то шпионы в его окружении, то есть прицельно за ним охотились. Вообще, ну вот в той же Венесуэле Мадуро же, они же его не стали убивать, и в той же Югославии они же не убивали Милошевича. Вот. Вот эта роль убийства самого этого Али Хаменеи, она вот в развитии конфликта, какова, на ваш взгляд, она ключевая? Потому что, ну, вроде бы вообще вот не принято было, ну как, короли воюют, да, вот наблюдают за войском, войска сражаются, но никто же не охотился. Даже во время Второй мировой не наносили же прицельные удары, там, чтобы Гитлера или Сталина вот такие вот разбомбить. Да, конечно, есть такие... Ну, какие-то негласные правила, да? Негласные правила есть. Ну, международное право, опять же, нарушил, да, когда Трамп похитил Мадуро. Я тут склоняюсь к тому, что это психология Трампа, да. Он хотел быстрой победы, так? Ему, наверное, сказали аналитики свои, как бы, ну, в случае, вот, типа, Хаминеи не соглашался уступать, не хотел. Не будет его, они да, может быть, другой придет, более сговорчивый. Подумали они и ударили прицельно. Но сейчас американцы, Рубио, этот госдепартамент, да, говорит, что это не мы убили Хаминеи, это был, ну, не мы, типа, это был Израиль. Ну, типа, это не наша ракета упала, а Израиль. Но тут, конечно, понятное дело, что Израиль и США, они действовали вместе как союзники. Они заранее все планировали. Такое дело за день, за два не делается. Ну и Трамп сказал же сразу, что это была запланированная операция. И за ним следили. Вот Моссад, все-таки вот отдать должное Моссаду, разведка такая крутая, да, одна из лучших разведок. Они следили за ним. И когда как раз они, видимо, собрались на совещании, может быть, в резиденции, и ударили, да? Да, получается, в субботу, там же рабочий день суббота. Да. И хотя, да, вот американцы же, вот были утечки, что Хаминеи уже как бы выбрал своего преемника. В случае его ликвидации все равно вот власть устоит, все равно военные будут на местах. Они же ликвидировали начальника генштаба, министра обороны, но Иран же до сих пор воюет. Вот они вот просчитались именно в этом, да. Конечно, нарушили все мыслимые и немыслимые права, международное право мы тоже вот обучали, и, конечно, вот какие-то неписанные законы войны, да. Например, сейчас Россия тоже находится в специальной военной операции, но, как говорится, ракеты-то наши не летят туда, в Раду или штаб Зеленского. Да, штаб Зеленского и так далее. Ну вот он понадеялся на свое превосходство, на американское, может быть, чванство, может быть, самолюбие, и вот решил быстро прийти, победить, выйти победителем, чтобы в ноябрьских выборах как бы республиканцы победили, да, потому что местных проблем тоже у Трампа много же в Соединенных Штатах Америки, его критикуют. Сейчас как раз он
вошел в воду, не знаю, броду, и сейчас он как бы застревает. И тем больше застревает он там, 4 недели, месяц там, его рейтинг на родине падает. И, скорее всего, вот, предполагаю, да, мой прогноз, в ноябрьских выборах республиканцы проиграют с треском, и Трамп превратится в хромую утку. Это хромая утка, это ну, как бы президент, который не может нормально, ну, по-простому сказать, рулить. Да, потому что его Конгресс будет демократичной партией, демократы будут сидеть и будут ставить палки в колеса, да. Ну, то есть решения его не будут будут поддерживать. принимать, не будут поддерживать и так далее. Поэтому я думаю, что тем больше вот конфликт длится, тем больше Соединенные Штаты застревают, тем больше цена на нефть растет, критика растет. Вот без согласия Конгресса он еще начал боевые действия, критикует его. Камала Харрис, его бывший оппонент, тоже критикует. Вот видел мэр, губернатор Калифорнии тоже выступил, что наши ракеты бьют по школьницам, что ли, вот типа так критика. И он попался на эту вот. И у него выхода сейчас нету. Как он сейчас уйдет, как бы он должен же выйти победителем же с этой ситуации. Но из этой ситуации он победителем выйти не может. Только проигравшим. В любых случаях. Я так думаю. У нас есть комментарии Министерства иностранных дел России по поводу происходящих событий. Давайте предлагаю послушать и обсудить, какова позиция нашей страны, какие сигналы Москва адресует международному сообществу. Стало очевидно, что помимо смены режима в Иране с использованием самых нечистоплотных средств, таких как убийство руководства суверенного государства, Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями. Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие в качестве безусловного приоритета исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона. Решительного осуждения заслуживает удар по школе для девочек в иранском городе Менабе. В результате, как вы знаете, погибли десятки невинных детей. Ну вот как вы оцениваете официальную реакцию? Да, вот как раз Захаров говорит, что это Израиль, скорее всего, хотел, ну, чтобы мирный процесс между Ираном и арабскими странами, который начал вроде бы налаживаться, да, он, видимо, хотел это, ну, как бы сорвать. Так? Израиль хотел сорвать, наверное, мирные переговоры по вот Ирану. Какие вопросы там вот рассматривались? Да? Ну, напомню, наверное, телезрителям, что отказ от ядерной программы, то есть, ну, могли бы согласиться на вот, уменьшение вот, процентовки обогащения урана. Да? Говорят, что Иран уже до 60% обогатил, и как бы через 20 пунктов 80 уже ядерные бомбы можно сделать. Так? Иран как бы соглашался уменьшить вот эти процентовки. Наверное, договаривались о том, чтобы вывести вот обогащенный уран в другую территорию. Например, Россия предлагала этот уран, можно было завести в Россию. Это первое условие. Второе условие – это как бы закрыть или вообще, ну, как бы, ну, ракетная программа. То есть у них же есть ракеты дальнобойные. Вот эти ракеты как бы уничтожить. Так? Иран на это не мог согласиться, потому что в прошлом году по нему этими же ракетами ударили, и он как бы отстреливался. И третье – это не поддерживай вот прокси. Я вот говорил в начале программы, Хазбалла и Хамас не поддерживай. И из-за этого красной линией, конечно, была ракетная программа, Иран не мог отказаться. В принципе, они уже шли на уступку по ядерной программе. Скорее всего, я так думаю, там до 20%. Иран говорит, у меня есть право атомную энергетику использовать, электричество. У них проблемы с электричеством, и можно использовать. А американцы говорят, мы вам не доверяем, мы вам не верим, Израиль. Вы хотите создать не мирный атом, а атомную бомбу. Ядерную бомбу. Вот в результате клин клином, и вот красная линия, я же говорю, можно было бы пойти переговорным путем. До этого, до Трампа, в принципе, договаривались же, и инспекторы МАГАТЭ заходили в Иран и тоже смотрели. Вот поэтому вот наша позиция такая, что прекратите бомбардировки, вообще прекратите конфликт. Так говорят и Китай, и все договорят, да, и в ООН так тоже говорят. И
Ну, конечно, проблема в том, что этот конфликт вот еще может усугубиться, повлиять на вообще экономику мира. Да, потому что ведь Иран уже не только по базам американским бьет, он уже по инфраструктуре бьет. Да. Они вот стреляют, например, по гостиницам, да, ну, как бы гостиницам, туда прилетают эти беспилотники. Таким образом, он как бы лишает вот арабские государства, с которыми он начал бы вот переговорный процесс, лишает их, во-первых, денег, во-вторых, лишает их туристов. Кстати, Сейчас кто туда поедет? Кстати, вот про туристов, да, действительно, помимо военной и дипломатической составляющей, есть гуманитарное измерение конфликта. В Дубае остаются примерно 20 тысяч российских туристов, но сегодня полетели борты специальные Аэрофлота. Давайте посмотрим, как туристы описывали происходящее. Сейчас обстановка спокойная, никого ничего не видно, нигде не слышно, все тихо, небо ясное, как бы люди ходят. Магазины работают, все работает. да, продукты везде есть, то есть местные очень доброжелательно к нам относятся, все хорошо. Вчера вечером, поздно ночью и сегодня утром были видны работа ПВО, особенно массированная такая работа была заметна сегодня ночью. Но не обошлось, конечно, без кадров, как российские туристы, несмотря ни на что, купаются в море. Самолет летел из сургутских авиалиний, что ли, показывали, радар, файтер-радар, что-то было тоже, я улыбнулся даже. Да, потому что нашему туристу все нипочем. Тем не менее, среди этих тысяч россиян есть и наши соотечественники. Министерство по внешним связям и делам народов нашей республики выступило с официальным обращением к тем жителям региона, которые в данный момент находятся в странах Ближнего Востока. Ведомство проявляет бдительность на фоне эскалации конфликта. И вот можно обратиться по телефонам. Это экстренная связь в странах, где происходит конфликт, да, Израиль, Иран, Эмираты, Кувейт. И также горячая линия работает в самом Министерстве внешних связей. Но по словам представителей ведомства, пока каких-то критических проблем нету, все спокойно ждут вывоза. Сегодня кто-то выехал через другие страны, кто-то дождался. Самолеты начали летать, благо наши рейсы тоже. И, кстати, там, скажем, некоторые страны пошли навстречу, что продлили на 3 дня, например, бесплатно за счет своих ресурсов пребывания в гостинице. То есть как бы они тоже пошли навстречу. Но это говорит то, что дорожат нашими туристами, да. Конечно, паники такого не надо устраивать, я так думаю. Но, конечно, надо бдительными быть. Все-таки идет эскалация конфликта, я думаю, да. Хотя защищают, да. Все-таки отпуск нужно в других каких-то местах сейчас уже проводить. Видел, что ассоциация туристов рассказывает, что сейчас перебронирование идет. То есть на другие страны люди, которые собирались туда, лететь в Дубай и так далее, они перебронировали на другие рейсы. А почему конфликт так быстро распространился на Ливан, Сирию? Даже европейских объектов коснулся. Насчет Ливана, да, там есть как раз мощная организация Хезболла. Как только Израиль начал бить по Ирану, те начали стрелять по Израилю. Израиль к этому был готов, поэтому сейчас начинается наземная операция против этой Хезболлы. При этом государство Ливана, пограничники, они отошли от границы. Видимо, там такого государства Ливан и Хезболла, у них общего языка нет. Так, они как бы друг друга противоречат, так, они, можно сказать, не нашли общий язык, поэтому те ушли, чтобы Израиль бился с Хезболлой 1 на 1, можно так сказать. Сейчас вопрос как раз Иран бьет по нефтяным ресурсам, по 2 танкерам ударили, сказали, грозится, или закрыл Ормузский пролив.
И специально вот точечно бьет не только по базам, где вот американские базы, а по нефтяной, ну, газовой инфраструктуре. Да, да, Это делается, ну, это мое мнение, чтобы как бы поднять конфликт на такой уровень, чтобы все государства, да, все, кто получает нефть, газ... Ну, сейчас резко да, возрастут цены, да, и все... да. Все они как бы возопили, чтобы не было, ну, конфликт, чтобы перестал, чтобы Трамп перестань, а то мы сейчас вообще как бы утащим весь мир. Ну, они, иранцы, может, так говорят, утащим весь мир. Весь Ближний Восток будет в огне, давайте прекратите. Вот тем такого. более, что на российские нефть и газ санкции действуют. Да, и это нельзя говорить, что это как бы безрассудство, да. Ну, сухопутной границы у Израиля и Ирана нету. И Иран бьет по более-менее незащищенным, можно так сказать, так, вот арабским монархиям, потому что все-таки у Израиля вот железный купол, он более-менее такой уже работает. Поэтому он меньшими силами старается вызвать какой-то вот хаос, может быть, там неприятие и так далее, чтобы не цены на нефть повысились, и чтобы вот эти товарищи, друзья, скажем, Трампа, пошли к нему и сказали: прекрати войну. Вот чревато чем, да, если Иран перегнет палку, вот я скажу, да, тогда придется вот западной коалиции туда все-таки войти. То есть это будет война уже не региональная, не Иран, Израиль, Иран, да, а будет уже западные страны, НАТО и плюс вот эти страны, да. В таком случае вот конфликт перерастет уже в некую, может быть, гражданскую войну, хаос, как только вот куда-нибудь американцы идут, как было в Ливии, как было в Ираке, как было в Афганистане, там же до сих пор вот эта зияющая рана, там до сих пор нету нормальных государств, не соблюдаются права человека, наоборот, все разрушили. Так. И это как больные раковые клетки там вот, ну, да, зияют, можно так сказать. Сейчас Иран, если тоже превратится в это, да, то вот, ну, всему миру, как говорится, плохо. Вспомнил же слова Жириновского, там, тоже говорил же всегда, вот говорят сейчас, что мало вам не покажется, типа Иран не какой-то там страна третьего мира, да, и все забудут про Украину, говорит. Ну, действительно, скорее всего, вот это отразится и на нашей переговорной позиции по Украине, я даже так думаю. Но вероятно, потому что если Россия осудила, по сути, действия США, это будет сложнее. Нет, дело в том, что как бы око Саурона, можно сказать так, сейчас повернется в сторону Ирана, вот те же западноевропейские страны, и им не будет, ну, они поскорее захотят, чтобы у нас был, ну, как бы мир с Украиной, да. Тем более сегодня Зеленский тоже сказал, что, скорее всего, ну, ракет нам не достанется, потому что патриоты там нужны будут, чтобы защищать эти же монархии арабские от тех же нападок, да, вот, обстрелов Ирана. Вот. А во-вторых, денег тоже проблемы не будет, цена на нефть растет и так далее. Поэтому, может быть, сейчас Трамп должен вот выйти, он как бы из этих двух ситуаций должен выбрать одно и выйти хотя бы из этой ситуации победителем. Хотя бы помирить как бы Россию и Украину, если с Ираном не получится. Или же он разгромит Иран, а потом должен прийти, ну вот с проблемой с разгромом 4 недели, ну посмотрим. Насколько выдержит оборона Ирана? Но Иран же готовился к войне. Иран готовился к войне. Кстати, говорят, что пишут, что вот ПВО ну, было поддержано со стороны Китайской Народной Республики. То есть там работает, ну, спутник китайский, говорят, у Ирана, да. Часть ПВО тоже, вот, она модернизирована. Тот же искусственный интеллект, может быть, да. Оборудование, которое смотрит невидимые вот эти самолеты и так далее. То есть после той войны, которая была в прошлом году, да, обстрелов, Израиль укрепился. И помните, показывали такие пещеры, где стоят вот эти шахеды, да, вот эти беспилотники. Даже если ракеты закончатся, у них-то вот эти
ракеты, ну, эти беспилотники-то останутся, и они будут терроризировать вот эти нефтяные танкеры, там, нефтяные какие-то скважины будут терроризировать. То есть вероятность, что конфликт затянется не на неделю, а на месяцы и Да, на годы я даже? боюсь, что точку невозврата они прошли, и что Трамп, скорее всего, застревает в этом деле. Он должен выйти победителем, а победителем сейчас он не может выйти. И в результате этот конфликт затянется. Ну, через 3 месяца, например. Скорее всего, если там не все решат, тогда уже коалиция туда встрянет, так, ну, через 2-3 месяца. Ну, посмотрим, да. Может быть, Иран скажет, ну, мириться, ну, будем мириться, и Трамп скажет, ну, типа, я их побил, поэтому они помирились. Ну, я условно так по-простому говорю. Может быть и такое, но вот не знаю. Может и такого не быть. Постоянный представитель России при ООН публично осудил военные действия, призвал к деэскалации конфликта. Давайте посмотрим и обсудим. Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой не что иное, как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушении устава организации и основополагающих принципов международного права. Вот, ну, Ни как вы оцениваете? ни с чем не спровоцированная, говорит, атака, да? Реально, да, ни с чем не спровоцированная агрессия. Подчеркивает, что Иран член ООН, Да. суверенное государство, то есть это не... И помните, вот первый вопрос, который вы спрашивали, триггер какой был, да, вот я не смог же найти триггер и сказал, что, может быть, это 79-й год, когда была революция, или вот 7 октября 23-го года, что когда Хамас, Израиль начали воевать друг с другом. Просто вот решили показать силу, может быть, в угоду внутренних политических каких-то моментов. Сейчас же вот файлы Эпштейна, так, проблемы с миграцией, да, протесты идут там в Соединенных Штатах, демократы поднимаются, вот на кону выборы будут, так. Он не решил вопрос с Украиной, так, с переговорным процессом. Критикуют его за это, хотя он хвалится, что вот 8 или 9 войн остановил, но сам, видите, развязал чуть ли не вот регионально-мировую вот войну. То есть это реально, что могли бы сесть за стол переговоров, нормально все решить, но, видите, он пошел на поводу у Нетаньяху, это мое мнение, и решил, используя вот временной лаг, пока якобы Иран ослаб, они думали, что он ослаб, а на самом деле Иран не ослаб, а наоборот, он ударами сплотил, вот, может быть, противников власти, консолидировал их в одно целое, Ну, в защиту своей страны. Да, и если действительно китайское там задействованное вооружение, то получается, что против НАТО тоже блок усиливается. Да, вот, коалиция может быть, складывается. да, спрашивают, что будет ли мировая война, да, например, так, ну, Третья мировая. Но, скорее всего, я так думаю, что такой войны не будет, так, потому что Китай, он не полезет туда, в Иран, да, своих солдат не отправит, он будет, ну, помогать, может быть, так, как прокси, то есть там отправлять некоторые виды вооружения, стараться через ООН, да, надавить на... как, вот, да. да. Ну, Россия тоже, понятное дело, тоже мы не можем, да, тем более у нас договора как с Корейской Народной Республикой нету, да. Ну вот, кстати, обнаружили на беспилотнике, который вот ударил по Кипру. Вот как далеко бьют, да, беспилотники. И там обнаружили вот как бы российский чип, да. Вот. То есть каким-то образом, может быть, вот технологиями, может быть, ну, купили у нас иранцы наши вот, ну, да, оружие, может, они реально подготовились. Но вот Третьей мировой войны как таковой мы не увидим, но Надеемся, второй Ирак или второй Афганистан, да, или Ливан, так, Ливан говорю, Ливию, мы можем, к сожалению, увидеть, и это все отразится не только на рейтинге Трампа, но и на мировых ценах на энергоносители и так далее. Спасибо, Чокр Николаевич. Было интересно.
что-то стало понятнее после этого разговора. Но очевидно, что дальнейшая динамика будет зависеть не только от военных решений, но и от способности сторон вернуться все-таки к дипломатическим механизмам. И, наверное, именно наличие или отсутствие политической воли к переговорам и определит, останется ли конфликт в региональных рамках или перерастет в более масштабное противостояние с глобальными последствиями. В таких условиях ключевым становится не язык силы, а способность международных игроков сохранить каналы диалога и удержать ситуацию от дальнейшей эскалации. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.